Проект «Белим» оказывает поддержку в адаптации и интеграции мигрантов в крупных городах. Появилась идея недавно, но расскажу историю. Когда мне было 10 лет, я приехал в Россию, не зная ни языка, больше ничего. В общем, я сам пережил такое и решил также помочь другим детям, которые приехали сюда. В основу проекта лежит комплексная адаптация детей-мигрантов. Это языковая, культурная, социальная адаптация. Сегодня в России есть проблема адаптации мигрантов. Мигранты сейчас приезжают с детьми. Еще появляется проблема, то есть она актуальна в России. В первую очередь мы сотрудничаем с таким же проектом в другом городе, Екатеринбург в данный момент, а также Санкт-Петербург, мы обмениваемся опытом. Есть другие проекты, которые помогают нам совместно решать проблему адаптации детей-мигрантов. Например, проводить экскурсии, проводить семинары, мастер-классы по арт-терапии, например, чтобы дети психологически тут адаптировались. В команде у нас пока в данный момент 5 человек. Я сам, который пережил процесс адаптации, и в том числе и был там, идея моя была, собирал вместе с профессором из Канады Алексия Блок, которая приезжает сюда на командировку, чтобы исследовать мигрантов проблемы. И она нам помогает именно советами, своей позиции, именно со своей стороны. А третий человек — это учительница, преподаватель по русскому языку. Она первая, которая с нами работала, именно учила детей. А Азиза Шаралиева, она в одно время помогает в развитии проекта, в другое время же обучает английскому языку, потому что детям-мигрантам тоже необходим такой урок. Есть еще преподаватели по другим дисциплинам. Основной проблемой у нас является помещение. Так как у нас социальный проект, нам нужно было дешевое помещение. И мы очень долго искали, но все равно до сих пор это остается проблемой, потому что у нас не окупается проект, а инвестиций серьезных нет. Вот основная проблема. Другая проблема — это нехватка преподавателей, которые подходят нам. Мы хотим найти, но при этом, если нашли бы, не хватает, например, на подготовку. Это требует тоже денег, чтобы отправить на подготовку преподавателей. Ну и вообще нету их. Поэтому мы не можем, например, мы пока работаем с детьми-мигрантами из Кыргызстана, мы хотели бы работать с детьми-мигрантами из Узбекистана, Таджикистана, но не можем никак найти их. Вот в этом и проблема у нас. Я считаю, что проект востребован. И не могу сказать, что он уникален, потому что есть разные другие проекты, но решают они другими способами. Я бы хотел, чтобы эту проблему решали всесторонне, в том числе способом проекта, моим именно. Мы хотим масштабировать по Москве вначале и проверить, насколько это действенно дальше. Потом найти партнеров в других городах. По поводу методики нам советовали, да, мы это собрали, практически, можно сказать, но при этом, чтобы тиражировать в других городах, нам не хватает людей, которые тоже именно занимаются именно адаптацией мигрантов. Общались только вот с Екатеринбургом, пока что с ними, и они готовы тоже сотрудничать, чтобы его распространить. Основная проблема именно в людях, заинтересованных людях, которые хотят работать в таких проектах. Мы верим в то, что дети мигрантов, которые приезжают сюда и которым мы помогаем, они в будущем внесут весомый вклад в развитие общества. С моей точки зрения, уникальность проекта — это то, что мы, во-первых, это решаем комплексно проблему адаптации, то есть психологически и по образованию, то, что они должны интегрироваться в систему образования именно России, да? Так как
вот level между системой, например, стран мигрантов и России, они сильно отличаются. И те, кто, например, там были отличниками, приезжают сюда, и они даже вот двойки получают, тройки получают, да? И во-вторых, дети, так как они их сразу же привезли сюда, да, и они как такие-то зажатые и психологически еще не готовы. Поэтому мы их вводим в музеи, в театры, да, и устраиваем праздники специально, чтобы они могли более адаптироваться, и устраиваем встречи с местными людьми, например, с русскими, да, чтобы они могли поговорить с ними. Недавно, например, мы устроили арт-терапию вместе с ОСИ и вместе с Центром беженцев. Вот приехали дети из центра, и наши дети, они вместе порисовали на тему, например, как я вижу Москву, как я хочу, чтобы Москва была, да? Москва была вот такая, такая. Вот. И в-третьих, мы помогаем родителям юридически, например. Они даже не знают, как, например, как устроить детей в школу, как регистрироваться, вот вещи, да, самые простые на сайте, как подавать. Мы консультируем и говорим им, чтобы образование это важно для их детей, потому что бывают родители, которые не осознают, да, важность образования. Были случаи, когда ребенок сидел дома просто 2-3 года, просто никуда не ходил. И потому что родители там пару раз они попробовали подать в школу, да, но каким-то образом это не получилось. Или не было мест в школах. Поэтому мы говорим им, что образование в России вообще это для всех. Оно должно быть и для мигрантов, и для граждан одинаково. Вот. Мы проводим семинары такие по правам человека. И еще наша уникальность то, что у нас преподают двуязычные преподаватели, так как это важно для детей, для родителей. Даже у родителей у многих языковой барьер, и поэтому мы вначале это знать их язык, их культуру, их менталитет, это важно в обучении. Я сама лично занимаюсь продвижением проекта и плюс преподаю иностранные языки. А русский язык преподают уже другие преподаватели, да? Вот. Английский язык это тоже является важным, потому что мы, если сравнить тоже уровень там и здесь, да, ну, там, например, начинается с 4 класса, по-моему, а здесь уже во 2 классе они углубленно изучают некоторые, да, уже они читают, уже до школы здесь уже дети готовы к школе, а там не готовы и идут в школу, и потом только идет подготовление. У нас обычный день начинается вот с 9 или с 10, но групповые занятия в 11, длится 2 часа обычно. В неделю 3 раза по 2 часа. Это первая группа, которая младшая, 4,5, 5 лет, 6 лет. А вторая группа — это старшая группа, которым 6,5, 7 лет, некоторым 8 лет, например. Да? Вот. У них занятие идет комплексно, как я уже сказала, по русскому языку, развитие речи, вот, логопедические какие-то занятия, да, и плюс математика, например, счет. Да? И они приходят вот, с родителями, они оставляют детей, и начинается занятие. Дети в группах 10 или 15 обычно. И учительница пытается им объяснять не только язык, например, да, но и как себя вести вот, в новом обществе, да, что принято, что не принято, как, что нужно не стесняться, не бояться, да,
детей других, например, да. Потому что рассказывают вот родители, что дети выходят во двор, да, и они боятся вот даже общаться с детьми русскими, например, да. Они не подходят к ним. Вот. Если даже подходят, они вот русские дети, они, например, если ребенок не знает языка, они же тоже не понимают, да, его. Они как бы бывали случаи, что они сказали, что ты не знаешь язык, и мы не можем типа, с тобой играть. Вот.